Большая помощь малой авиации. В Зианчуринском районе для борьбы с нашествием непарного шелкопряда привлекли сверхлегкие самолеты. Обрабатывают пораженные леса также с земли. В общей сложности специалистам нужно уничтожить насекомых на площади более 90 тысяч гектаров. Мой коллега Азат Садриев расскажет подробности. Сверхлегкому воздушному судну СП-30 для взлета достаточно пары сотен метров поля. При этом даже неподготовленная площадка не является проблемой. Обработку зианчуринских лесов авиаторы начинают с рассветом, и пока температура не поднимется до плюс 25 градусов. Если воздух теплее, то химикаты теряют свои свойства, говорят специалисты. Работу продолжают после того, как жара спадет, и до позднего вечера. Начали мы работать 23 числа. Обработали на сегодняшний день 3000, условно 200 гектар, точно не помню. Общий объем 8000 здесь, на этом месте. Нашествие шелкопряда в Зианчуринском районе было зарегистрировано в 2019-м. Насекомые попали в Башкортостан с территории соседней Оренбургской области. Обработку от них проводили и в прошлом году, однако денег на всю территорию зараженных лесов не хватило. Вредители успели отложить личинки, которые уже этой весной нанесли урон лесному фонду. В прошлом году осенью обследование провели. По обследованиям 93 тысячи гектаров было поражены очагами непарного шелкопряда. У нас в районе лесной фонд составляет 123 тысячи гектаров. Считай, это уже 76% от общей площади лесного фонда. Порядка 40 тысяч гектаров леса обработают с земли. Для этого используют спецавтомобили высокой проходимости. На них установлены мощные распылители. Прежде чем начать работу, районные власти оповестили жителей и пчеловодов через местные газеты и социальные сети. Ценность этой установки специально приводимые движения высокомощным двигателем, форсунки, которые позволяют разбивать рабочие жидкости в сверхзвуковом разбиении. И в результате мы от той капли получаем большое количество мелких нанокапель. Эти нанокапли образуют туман, который обволакивает пораженные шелкопрядом леса. При этом водитель и оператор установки находятся в герметичной кабине. С земли препарат от шелкопряда распыляют исключительно ночью, чтобы не навредить полезным насекомым, таким как пчелы. При этом специалисты учитывают потоки воздуха. Скорость ветра не должна превышать 3 метров в секунду. Только при таких условиях туман держится над распыленной территорией несколько часов. От гусениц больше всего страдают лиственные породы деревьев. При отсутствии пищи шелкопряды перебираются на молодые хвойные насаждения. Питаются вредители практически круглосуточно, так что и борьба с ними ведется в таком же режиме. Ученые называют этих насекомых полифагами. Они могут повредить до 300 видов растений. И если гусениц не уничтожить сейчас, они распространятся за пределы Зауралья. В бабочек шелкопряды превратятся во второй половине лета. Азат Садриев, Артур Елаев, Владимир Шевчук, Роман Мукуфа. Новости. Зианчуринский район.